Эфир Абхазского телевидения продолжается, и вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Кабардино-Балкарии завершил работу Международный молодежный форум «Единый Кавказ». В селах Илдза, Алахадзе и Псахара непрерывно ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Специалисты Черноморэнерго ведут работы по расчистке воздушных линий в Очимчирском районе. В Кабардино-Балкарии завершил работу Международный молодежный туристско-патриотический форум «Единый Кавказ». По приглашению главы республики Казбека Кокова президент Абхазии Аслан Бжаня принял участие в работе проектной сессии форума. Аслан Бжаня выступил с приветственной речью, в которой отметил, что Абхазия была и всегда готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской республикой. Около 400 ребят из Адыгеи и всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также из Абхазии и Южной Осетии стали участниками Международного молодежного туристско-патриотического форума «Единый Кавказ», который проходил в Нальчике с 18 по 21 июля. Программа включала образовательные площадки по различным направлениям, проектную работу, командообразующие форматы, а также туристско-познавательную программу. Работа с молодежью – один из основных приоритетов, отметил глава КБР Казбек Коков. Для нас, жителей Кабардино-Балкарии, руководства Кабардино-Балкарии, высокая честь проведения такого масштабного мероприятия, где участвует большое количество молодежи, именно инициативной молодежи. Я думаю, что мои коллеги, мои соратники сполна оправдают и другие мероприятия, которые будут сегодня еще, чтобы они для вас запомнились. Приехали делегации от регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В работе проектной сессии форума приняли участие президенты Абхазии и Южной Осетии. Аслан Бжаня в своей приветственной речи подчеркнул, что Абхазия была и всегда готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской республикой. От имени руководства народа Республики Абхазия выражаю искреннюю благодарность главе Кабардино-Балкарской республики Казбеку Валерьевичу Кокову за приглашение и предоставленную возможность принять участие в этом важном и полезном мероприятии. Международный форум «Единый Кавказ» – качественная площадка для сотрудничества и обмена идеями, прежде всего в сфере молодежной политики, правильная реализация которой определит завтрашнее лицо Кавказа, единого в своем стремлении к развитию, любви к родине и братским отношениям к ближайшим соседям. В этом аспекте важнейшей задачей является разработка концепции укрепления межнационального и межконфессионального взаимодействия и единства народов Кавказа. Абхазия всегда готова активно участвовать в реализации полезных и важных инициатив с братской Кабардино-Балкарской республикой. Мы придаем большое значение роли молодежи в развитии туризма и индустрии гостеприимства. Республика Абхазия, определив туризм основным вектором своего развития, готова к обмену опытом и формированию совместных инициатив в рамках этого форума и шире в рамках межрегионального и международного сотрудничества. Молодежь – это будущее, и ее вклад в развитие туризма является определяющим фактором успеха и процветания. Желаю всем участникам форума «Единый Кавказ» продуктивной работы, интересных дискуссий и вдохновения в реализации поставленных задач. Лидер Юго-Осетинской республики Алан Гаглоев назвал мероприятие значимым событием, которое дает возможность установления дружеских отношений между различными национальными, конфессиональными и этническими группами. Значение сегодняшнего международного форума, его программа и состав участников говорят об его интернациональном, мироутверждающем характере. Это возможность установления дружеских отношений между различными национальными, конфессиональными и этническими группами. Форум «Единый Кавказ» по праву можно считать одним из значимых событий
ведь он объединил самых талантливых, инициативных и энергичных юношей и девушек из разных стран и регионов России. Поднимаемые на форуме вопросы крайне актуальны, отметил в своем выступлении полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. На Северном Кавказе туризм вместе с сопутствующей инфраструктурой развивается очень уверенными темпами, и есть что предложить даже самому искушенному путешественнику, подчеркнул Юрий Чайка. На одной площадке представители не только регионов Северно-Российского Кавказа, но и наши гости из Абхазии, Южной Осетии. Прошедшие 2 дня обсуждали важную для страны тему – развития туризма. И, на мой взгляд, поднимаемый вопрос сегодня крайне актуальный. Международный молодежный туристско-патриотический форум «Единый Кавказ» длился 3 дня. Его главным итогом могут стать совместные проекты в сфере молодежного туризма. Ирина Аршба, Абхазское телевидение. Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия, ознакомившись с заявлением экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба, в котором он подверг критике проекты закона о регулировании правового статуса апартаментов и апарт-отелей, необоснованно обвиняя руководство страны, заявляет: будучи президентом Республики Абхазия, Рауль Хаджимба на съезде партии Форума народного единства Абхазии 27 августа 2015 года публично выступал за возможность продажи иностранным гражданам жилой недвижимости, озвучив это в тезисе: продажа недвижимости иностранцам не может привести к потере государства. Дословная цитата. В своем выступлении 18 июля 2023 года Рауль Хаджимба проводит параллель между регулированием правового статуса коммерческих помещений, проводимой при личном патронаже Берии, политики переселения жителей западных районов Грузинской ССР в Абхазию. Таким образом, Хаджимба ставит знак равенства между грузинскими поселенцами, являющимися такими же гражданами СССР, как и абхазы, и российскими туристами, которые, согласно проекту закона об апартаментах и апарт-отелях, не могут претендовать на гражданство и другие политические права. Право граждан на владение жилой недвижимостью закреплено в Конституции, согласно которой земля принадлежит народу Республики Абхазия. Этим же обстоятельством обусловлен запрет на продажу жилой недвижимости иностранным гражданам. При этом граждане Абхазии, иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права на осуществление экономической деятельности, и право владения коммерческой недвижимостью никогда не ограничивалось Конституцией и регулируется законами Республики Абхазия. Союз общественных организаций и партии Абхазии заявляет, что в настоящее время в городах республики уже происходит стихийное, бесконтрольное и ничем не ограниченное строительство апартаментов. Следует напомнить, говорится в заявлении, что именно под руководством Рауля Хаджимба 6 августа 2019 года было принято постановление Кабинета министров об утверждении правил стандартизации средств размещения, в котором впервые дается нормативное определение понятия апарт-отель, то есть вид гостиниц, номерной фонд которых состоит исключительно из номеров категории студия и апартамент. Таким образом, именно Рауль Хаджимба дав возможность органам государственной власти осуществлять выделение земель на строительство апартаментов, создал ситуацию, при которой происходит их стихийное и бесконтрольное строительство сегодня. Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия напоминает, что проекты закона о регулировании правового статуса апартаментов и апарт-отелей вносит правила и ограничения в стихийный процесс застройки городов и районов Абхазии этим видом коммерческой недвижимости, формируя необходимые и полезные для народа Абхазии регуляторные механизмы. Этот законопроект ограничивает количество апартаментов, запрещает перевод обычного жилья и гостиниц в категорию апартаментов, облагает налогом владельцев апартаментов, запрещает им претендовать на получение гражданства Республики Абхазия. Союз общественных организаций и партий Республики Абхазия выражает убеждение, что компетенции и полномочий избранных народом депутатов парламента вполне достаточно для принятия взвешенного, не противоречащего законам и Конституции Республики Абхазия решения во благо народа и государства, говорится в заявлении. Заявление подписали политическая партия Амцахара, партия Айтайра, партия «Единая Абхазия», партия «Народный фронт Абхазии», Коммунистическая партия Республики Абхазия,
Республиканская общественная организация Апсадгил Абзанхара, Наш дом Абхазия, Конгресс народа Абхазии, Форум молодежи Абхазии. Администрация президента Абхазии сделала заявление, в котором говорится, 21 июля 2023 года политическая партия «Форум народного единства Абхазии» опубликовала заявление, в котором распространены несоответствующие действительности измышления и оценочные суждения, приписываемые президенту Республики Абхазия. В частности, представители партии «Форума народного единства Абхазии» подвергли вольной трактовке смысл и контекст фрагмента высказывания президента Республики Абхазия Аслана Бжани со встречи с активом Ткорчалского района 17 июля 2023 года. Землей, принадлежащей абхазскому народу, будут пользоваться те, кто умеют ею пользоваться. В своем заявлении партия «Форум народного единства Абхазии» сообщает, что, следуя смыслу и духу сказанного, надо найти для них новых иностранных хозяев, олигархов, экспроприаторов. В речи президента не содержится ни упоминания, ни утверждения о новых иностранных хозяевах, олигархах, экспроприаторах. Цитируемое утверждение является измышлением авторов заявления «Форума народного единства Абхазии». Более того, речь президента на совещании шла об уже работающих и развивающихся абхазских сельхозпредприятиях на территории Ткорчалского района. Администрация президента Республики Абхазия напоминает представителям партии «Форума народного единства Абхазии», что в селе Кохора Ткорчалского района предпринимателем Иланой Джопуа создана высокоэффективное плодоводческое хозяйство. В том же населенном пункте в бывшем цитрусовом совхозе Яйра предпринимателем Софией Бигвава произведена масштабная реанимация посадок цитрусовых, налажена переработка плодовой продукции. Эти два примера наглядно иллюстрируют высказывание Аслана Бжани о том, что законы экономики таковы, даже у нас они работают. Может, не так эффективно, но они таковы. Что рано или поздно земля, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству, пользоваться ею будут те, кто умеют пользоваться и извлекать из нее прибыль. Так устроена эта жизнь, и в этом ничего плохого нет. Администрация президента Республики Абхазия также заявляет, что вопросы партии «Форума народного единства Абхазии» о судьбе живущих на селе крестьянах направлены не тому адресату и напоминает представителям партии об экспериментах с ликвидацией Министерства сельского хозяйства, его воссозданием и последующей частью смены ответственных за развитие сельского хозяйства министров. И это не говоря о недостаточном финансировании сельского хозяйства. Если в 2018 году на поддержку сельхозпроизводителей выделялось 22,9 миллиона рублей. В 2019 году эта сумма составила 44,9 миллионов рублей. То уже с 2021 года она выросла уже более чем в 2 раза, 100 миллионов рублей в год, что в сравнении является весомым вкладом государства в формирование условий успешного предпринимательства граждан. Администрация президента Республики Абхазия настоятельно рекомендует партии «Форума народного единства Абхазии» разместить опровержение своего заявления в тех же источниках, где оно было ранее опубликовано. Также призывает партию проявлять ответственность перед народом Республики Абхазия и впредь воздержаться от публикации несоответствующей действительности информации, измышлений и оценочных суждений. Администрация президента Республики Абхазия публикует оригинал фрагмента выступления Аслана Бжани на совещании с активом Ткорчалского района 17 июля 2023 года без технического монтажа. Тезис о том, что абхазские власти продают земли, это не соответствует действительности, это вранье. Но законы экономики таковы, даже у нас они работают, может, не так эффективно, но они таковы, что рано или поздно земля, которая принадлежит народу Абхазии, абхазскому государству, все-таки пользоваться ею будут те, кто умеют ею пользоваться и извлекать из нее прибыль. Так устроена эта жизнь. И в этом ничего плохого нет. Для нас важно, чтобы экономика зажила, чтобы объемы сельхозпродукции возросли. Вы же видите, насколько это все непросто.
В Министерстве иностранных дел Никарагуа состоялось подписание программы мероприятия на 2023 год между правительствами Абхазии и Никарагуа, сообщает медиацентр МИД Абхазии. Программа мероприятия, взаимодействие, обмен опытом в области культуры, спорта, образования и молодежной политики. По завершению церемонии подписания члены абхазской делегации, первый вице-премьер Беслан Джопуа, замминистра иностранных дел Иракли Тушба дали интервью местным СМИ. Они рассказали о действующем двустороннем сотрудничестве и перспективах дальнейшего взаимодействия между Абхазией и Никарагуа. Возвращение к привычной жизни в Гагарском районе почти оправились от последствий наводнения. В селах Ылдза, Алахадзе и Псахара непрерывно ведутся работы по восстановлению разрушенных мостов, смытых дорог, укрепляют стены вышедшего из берегов канала, расчищают дороги от ила, смытых деревьев и прочего мусора. Продолжает работу комиссия по оценке последствий стихии. Идет прием заявлений. О том, какую помощь получили или ожидают получить жители поселка Чагрыбш и сел Ылдза, Алахадзе и Псахара, какие проблемы возникают и как в целом удается справиться с разрушительными последствиями стихийных бедствий, в репортаже Асиды Малия. В ночь с 13 по 14 июня на участке дороги от 20 по 23 километр главной трассы республиканской сошла сель, и эти участки были серьезно повреждены. Сейчас мы находимся в поселке Чагрыбш. Здесь сильно пострадали домовладения, и чудом тогда обошлось без жертв. Сюда наша съемочная группа вернулась вновь, чтобы посмотреть на то, как идет процесс ликвидации последствий стихии. На Гагарский район пришелся весь удар стихии, хоть и с разрывом в неделю он усложнил задачу по ликвидации последствий. Ведь решение одной проблемы усложняется в разы с появлением новой, еще более серьезной. Потому здесь, в Чагрыбше, процесс ликвидации немного затянулся. Так пояснили в администрации района. К нашему приезду работала спецтехника. Почти сразу после стихии здесь расчистили главную проселочную дорогу, которая ведет к другим домам окрестности. На эту работу потрачено более 5 миллионов рублей. А двум пострадавшим семьям выделили 1 миллион 500 рублей. А сейчас убирают насыпь высотой, достигающую более 2 метров. На этом месте было домовладение ветерана Отечественной войны народа Абхазии, бойца десантно-штурмовой службы Эдельвейс Юрия Левченко. Он и его супруга, сыновья и отдыхавшие здесь туристы в ту ночь пережили большой стресс. А на утро, увидев все масштабы во всей красе, хозяева дома впали в отчаяние, не знали, за что браться. Одно из помещений дома стерто с лица земли, как и заботливо разбитый сад, огород, непосильным трудом нажитое имущество. Хозяйка при помощи соседей и родственников то, что осталось от дома, привела в порядок. Остается надеяться, что спецтехника будет работать без выходных, и тогда, возможно, эта территория, как и прежде, станет двором, по которому можно спокойно ходить. А как к вам добраться можно? Можно вот от Узбека вот так вокруг. Моста нету, моста смешно. По огороду, что творится, это ужас. Годами я его не покину. Дом Каму Трапезаняна и 2 соседских домовладения, что находятся в селе Ылдза, отрезаны от главной дороги. Здесь был полноценный бетонный мост, который смыло бурлящими потоками воды. Каму держится за голову, говорит, устал. На протяжении 2 недель он и его семья пытаются сохранить уцелевшее. Но масштабы здесь, в Ылдза, слишком большие. Там, где был курятник и огороды, сейчас повалены огромные бревна. А главное, уцелел сам дом. Есть где спать. А стиральную машинку, скорее всего, удастся реанимировать. Дождались мастера. Где гостиница, там, конечно, очень большой счет людей, которые не подлежат вообще это восстановлению. Да. Конечно. Ну, почти 10% можно восстановить. Да. Да. Нет гарантии, но есть надежда, ведь новая стиральная машинка обойдется куда дороже. Эта улица в селе Ылдза называется Речная. Живущие здесь пострадали достаточно сильно.
Обязательно помощь будет оказана. По возможности, как говорится, всех мы обошли. Акты составлены. В других местах в селе работает другая техника, именно которая задействована по дворам. Трактора и КАМАЗы. Рабочая сила была. Сегодня ее нет, но рабочую силу прислали нам тоже администрация Гагарского района, помогла очень сильно. Около 15 человек за раз приезжали, мы их распределяли по домам и помогали населению. Более 50 домов мы уже помогли. Еще будем работу проводить. Еще не все, это не так легко, как оказалось, как мы думали. Своими силами и при помощи соседей последствия стихии устранили в доме Леринодия. Несмотря на илистые грязевые потоки, на радость хозяйки уцелели благоухающие розы. Правда, от зеленого двора остался лишь высохший ил и камни. Как и многие другие в этой семье, писать заявление не стали. Сочли свои потери не столь масштабными, чтобы помогли тем, кто нуждается в этом больше. Площадку, ведущую к дому, уже расчистили, а на веранде сидят гости-туристы. Наводнение не стало преградой на пути к традиционному отдыху в этом доме. Знали, что наводнение, знали даже, что здесь, понимали, какие здесь объемы этого наводнения. Мы не побоялись, мы уже 12 лет ездим к нашему дорогому хозяину. А что делать? Это жизнь, это стихия. Помогали немножко. Так что, как... И в радости надо быть вместе, и в горе надо быть вместе. В доме семьи Хашба в селе Алахадзы пострадали комнаты первого этажа, техника, мебель. Не заводится одна из машин. Отошло напольное покрытие в комнатах. Двери распахнуты, сохнет все, что недавно оказалось под водой. Стиральная машина, посудомоечная машина, гарнитуры всякие. Много чего, если честно. Машины тоже пострадали. Вода прям зашла в машину. Вы писали заявление, уточните, пожалуйста. Да, к нам приходили, с администрации приходили, выписывали все, что надо, что пострадало, техника, аппаратура и так далее. Дом Хачика Буюкляна в Псахаре оказался подтопленным на 2 метра. Здесь, как объясняют местные жители, сошлись 2 потока – реки Ольгинка и мелкого ручейка. Забот хватает, говорит хозяйка. Потеряно многое, но жизнь не останавливается. Под ветвистыми мандаринами на лавочке сидят соседки со своими малышами. Чуть позже к ним присоединится сама хозяйка и обязательно отвлечется от забот и немного отдохнет. Живописный ручей, который берет свое начало у родника длиной не более 700 метров, напрочь смыл участок дороги. Конечно же, пострадали домовладения. Жители села активно обращаются в администрацию с заявлениями. На данный момент их количество достигло 70. Здесь были ямы по 1,5 метра. Людей, дома, частный сектор, что и дворы, все было затоплено. Что касается этой зоны, быстренько решили, люди могут спускаться и ездить по своим делам. Все. Есть другие тоже, у них материальные утраты, как говорится, но это уже второй этап. Помощь не только от государства, народ тоже очень так дружно помогает друг другу, помогая соседям. Волонтеры нам очень сильно помогли. Первые 2-3 дня очень печальные были. Просто мы не знали, откуда начинать. Если в Псахаре из берегов вышла мелкая речушка, то в Алахадзе ближайшие территории были потоплены из-за вышедшей из берегов воды в каналах. Их, согласно правилам, необходимо расчищать регулярно, а разгулявшаяся стихия пробила дамбу и изменила направление русла. Поэтому ведутся берегоукрепительные работы. Она высотой примерно 3,5 метра. Метр в землю и дальше армопояса, блоки сборные длиной 25 метров. На данный момент готов проект на нее, пока готовится сметная документация. Какие-то бетонные конструкции, потому что остатки мы увидели, и, как говорили местные жители, там какие-то были бетонные конструкции, они не выдержали их, сломало и снесло. Заремонтировали мост, потом еще дальше, Виноградная, вчера были, там тоже сейчас бульдозер туда перекинули. Там полностью все ливневые каналы, дорогу смыло, ливневые каналы заполнило материалом. Где-то в районе, не помню, там 8-9 домов вообще подъезда нету, дорогу забрало. Бульдозером мы туда перекинули. Сейчас завтра, наверное, перекинем туда экскаватор и тоже начнем работы.
Подпорную стенку соорудят за 3-4 дня. После необходимых манипуляций приступят уже к работе на следующем участке. Несмотря на все еще не налаженный быт и неудобства, повсеместно встречаются туристы. Сами же пострадавшие говорят о том, как откликнулись соседи, и все помогали друг другу по возможности, не оставляя в беде. Одни надеются на финансовую помощь администрации, другие и вовсе только на себя. Во всяком случае, часть пути по ликвидации последствий стихии пройдена. Комиссия по оценке последствий стихии продолжает работу. 1219 домов мы обошли. Степень ущерба разная. У кого-то пострадал двор, у кого-то только забор, у кого-то весь первый этаж. Разная степень ущерба. Около 400 семей, может быть, чуть больше, на сегодняшний день нуждаются в помощи. Значит, сегодня заседала комиссия. В эту комиссию мы включили глав сел и поселков пострадавших. Принято решение сделать выборку, разделить пострадавшие семьи на несколько категорий. Первая, вторая, третья категория. Я хочу отметить очень важный момент. В первую очередь будут рассматриваться те категории, которые на сегодняшний день остались без жилья. Далее, при рассмотрении всех заявлений других категорий, вторых и третьих, обязательно будут рассматриваться возможности семьи. Природа непредсказуема, и годы показали, что июнь и июль часто преподносят подобные подарки. Рука помощи в таких ситуациях крайне важна, как и сплоченность вокруг проблемы. Хочу отметить и сразу поблагодарить. Первые 2 дня спецтехника, частная в том числе, в районе работала бесплатно, совершенно бесплатно. Также необходимо отметить, мы о каждом скажем индивидуально. Предприниматели Гагарского района, люди, которые ведут коммерческую деятельность на территории Гагарского района, самостоятельно изъявили желание помочь администрации Гагарского района, помочь семьям, которые пострадали в результате стихийного бедствия. За это время очень много предпринимателей запрашивали у нас расчетные счета спецсчетов сел пострадавших, и туда переводились деньги. За счет бюджетных средств Гагарского района все это время непрерывно работает техника. Также в особо пострадавших районах работает техника республиканская. По словам Ханны Гунба, работы, которые ведет администрация, продолжаются. Комиссии по оценке последствий стихии предстоит утвердить суммы компенсации и нанесенного стихии ущерба. Асида Малия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Черноморэнерго продолжает комплекс работ по расчистке воздушных высоковольтных линий электропередачи. Наша съемочная группа побывала в Ачимчирском районе. Подробнее, какие здесь проводятся работы, расскажет Алика Трапш. Уже на протяжении 2 месяцев ведутся работы по расчистке воздушных линий Ачимчира 220 киловольт и Тамыш 110 киловольт. Протяженность линии Ачимчира 220 – 69 километров. На сегодняшний день уже расчищено 37 километров линии. Протяженность линии Тамыш 110 киловольт составляет 23 километра. Специалисты Черноморэнерго уже расчистили 18 из них. Воздушная линия 220 киловольт Ачимчира – это... Вообще линия идет с подстанции Творчал-Грэс до Сухом 220. В данный момент расчистка произведена до реки Кодор от Творчал-Грэс. Там с подстанции Творчал-Грэс несколько километров линии в горной местности осталось, пока там надо ее чистить вручную, без техники. А вот с Ачимчиры до Кодора техника все почищена. Вообще надо производить такие работы каждый год, чтобы под линией все было чисто, чистое поле. Падение деревьев на линии электропередачи, обрыв проводов нередко становятся причиной прекращения электроснабжения потребителей. Поэтому расчистка воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности и вырубка опасных деревьев на прилегающих к электросетям территориях проводится регулярно. После расчистки линии Ачимчира 220 киловольт и Тамыш 110 киловольт аналогичные работы будут проведены на высоковольтной линии Бзып 220, линия Кодор, Пшап, Гулрыбш. В Ачимчире проводятся работы по замене линии электропередачи 10 тысяч вольт от подстанции Ачимчира ПС-2 протяженностью 3,5 километра. Линия питает 17 трансформаторов.
Ситуация раньше была, конечно, не очень хорошая, потому что те магистрали, которые были построены, давно устарели, это еще с коммунистических времен. И население тихо-тихо начало увеличиваться, потребности увеличились, и те магистрали, которые были, они уже не выдерживали, в свою бытность жили, и в связи с этим возникла необходимость заменить, построить новую линию. Материал поэтапно мы получаем, часть работ проведены, но в планах продолжения работы в общем выходит около 3,5 километров, это новая линия. Также в скором времени в городе произведут полную замену трансформаторной подстанции. Старый трансформатор мощностью 400 киловатт заменят на новый. Кроме того, специалисты Черноморэнерго провели работы по расчистке и облагораживанию территорий на подстанции Дзюбжа. В планах здесь замена трансформаторов на более мощные. Алика Трапшира, Мукамки, Абхазское телевидение. Руководитель благотворительного фонда «Помним», депутат парламента Леонида Лакербая и представители фонда Ляля Чамагуа продолжают посещать семьи погибших добровольцев. В городе Малгобек, Республики Ингушетия, проживают две семьи, чьи сыновья погибли за Абхазию. Поездка состоялась в рамках плана мероприятий, посвященных 30-летию Победы. Репортаж Эсмы Джигерба. Напомним, что в рамках празднования 30-летия Победы Леонид Лакербай и Ляля Чамагуа уже побывали в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Чечне, Северной и Южной Осетии. Все поездки в основном финансирует правительство страны. В общей сложности из Республики Ингушетия в Абхазии воевали 12 человек, 4 из них погибли. В городе Малгобек проживает семья добровольца Лечи Вильхиева. Леча в первые же дни войны отправился с друзьями защищать малочисленных народ. Он погиб 3 ноября 1992 года в ходе первой попытки наступления на Сухум. Гостей встретили брат героя Магомед и мачеха Майнат Вильхиева. Ваш сын, который погиб у нас в шромском наступлении нашем, вот первая наша попытка была вернуть себе Сухум. Вот, и хорошо, что есть брат, есть продолжение, прекрасные дети, и мы очень рады этому. Мы хотим вас видеть у нас. Майнат Вильхиева недавно выписалась из больницы, где она перенесла сложную операцию. Ей тяжело говорить. Она рассказала, что воспитывала Лечу с 5 лет и любила его как родного сына. Отец Адам Вильхиев сейчас находится в больнице, борется с тяжелой болезнью. От имени правительства Абхазии Леонид Лакербай оказал семье финансовую помощь. Младшему брату Лечу Магомеду было 12 лет, когда он уходил на войну. Магомед смутно помнит брата, но говорит, что когда бывает в Абхазии, ощущает его присутствие. К 20-летию мы приехали, там 10 дней пробыли, даже 12 дней пробыли. Нас встретили очень хорошо. Гостеприимство хорошее очень. Принимали нас хорошо, уважали нас. Хозяева не спешили отпускать гостей, вспоминали войну, говорили о будущем. По традиции родным погибшего добровольца преподнесли небольшой продовольственный набор, подарили сборник новелл и пригласили на отдых в Абхазию. Здесь же, в городе Малгобек, живет семья погибшего добровольца Назира Белхароева. Гостей встретила мать Аза. Она была приятно удивлена. Мы очень рады видеть вас. Мы хотим вам пожелать здоровья. Мы хотим, чтобы в этом году обязательно приехали, отдохнули у нас. Мы просим Аллаха, чтобы такую возможность дал вам. Назиру Белхароеву было 24 года, когда началась война в Абхазии. Он оставил институт и в августе со своими друзьями уже был на фронте. Назир погиб в той же наступательной операции по освобождению Сухума 3 ноября, что и Леча Вильхиев. Они были друзьями. Благодарны мы вам очень. Пенсию получаем. 5400 получаем, да. Вам спасибо большое. Ну вот так получилось. Что делать? Судьба, значит, такая была. Аза Белхароева обещала приехать в Абхазию на отдых, если ей позволит здоровье. После Республики Ингушетия делегация направилась в Нальчик. Здесь, на площади Абхазии, они возложили цветы к памятнику погибших кабардинцев в Отечественной войне народа Абхазии. Символично, что акция завершается там же, где и началась, отметил Леонид Лакербая.
И опять меня поразило то, что поражало и поражает всегда отношение родителей. Ну, просто фантастическое. Ну, казалось бы, мы в таком долгу, мы их должны благодарить, мы их благодарим, но они больше благодарны нам за память. Это очень важно. Вот это то доброе, которое нам надо нести дальше. К сожалению, большому количеству родителей уменьшается, погибших добровольцев в нашу войну. Оно даже вот за последние несколько лет сократилось почти на 20 человек. Это печально, конечно, но это тот факт, который мы не можем остановить. Но уделять им внимание не только в год 30-летия, а потом мы должны и мы обязаны. Вот это дело, которое мы сделали, оно действительно не имеет цены. В том плане, что 30 лет спустя приехали. Не потому, что раньше такого не было. Бывало, они приезжали, и все, и менялись власти в Абхазии, но отношение к добровольцам всегда было одинаковое. И многие из них действительно уже приезжали, отдыхали. Но вот такой вот акции, разовой, с обхватом, всего не было. Мы ее завершили здесь, на Северном Кавказе. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо нашему другу, известному добровольцу в Абхазии здесь, Сергею Яхагоеву, а проще которого знают как Яха. Вот мы с ним столько республик проехали, и я не видел ни одной, где бы его не знали. Настолько вот тепло и внимание, которое Яха уделяет этому вопросу, этим процессам, ну, просто поразительно. И дай Бог ему долгих лет жизни. По словам Леонида Лакербая, еще остались порядка 20 добровольцев, чьи семьи живут в разных регионах России, и им обязательно будет уделено внимание. Эсма Джикерба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Абхазы составляют 51,3% населения страны. В Центре социально-экономических исследований обсудили проблемы демографической безопасности. В основном докладе на тему «Демографическое развитие Абхазии» ведущий научный сотрудник отдела национальной экономики, кандидат экономических наук Амрат Сушба обозначил основные проблемы. По мнению докладчицы, это низкая продолжительность жизни мужчины, деформация структуры населения по полу, низкие показатели рождаемости, высокие показатели младенческой смертности, ухудшение репродуктивного здоровья женщин, а также здоровья новорожденных, теневой характер значительной части миграционных потоков. Были приведены конкретные данные на основе официальной статистики. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства соцобеспечения, миграционной службы, ученые и общественные деятели. Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в Абхазии свидетельствует о наличии серьезных угроз, ликвидация которых является одним из важнейших условий обеспечения национальной безопасности страны. И адекватная национальным интересам социально-демографическая политика, направленная на преодоление депопуляции, может стать важным условием развития национальной экономики. А достижение целей демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, интенсивное развитие человеческого потенциала и создание эффективной социальной инфраструктуры. Это здравоохранение, образование, социальная защита населения. Чтобы понять, какой метод решения данных проблем необходим, надо собрать все данные по республике, в том числе и рождаемости, смертности, причины. И вот в 2017 году здесь указано 1711 родившихся. Вот на сегодняшний день министерством собранные данные показывают о 2050 семей. Расширенный репортаж с круглого стола по проблемам демографической безопасности смотрите в нашей программе. 23 июля, в день государственного флага Абхазии, Республиканский центр народного творчества имени Кортуа проводит 4-й республиканский фестиваль Ахинапука. В фестивале примут участие ремесленники, увлеченные различными видами декоративно-прикладного искусства, гончарства, плетения из природных материалов, вышивка, роспись по дереву, бисероплетение, точение, резьба по дереву, мягкая игрушка, кузнечное дело и многое другое. Госкомитет по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию информирует о том, что существующие технические сбои в ретрансляции российских телевизионных каналов носят внешний характер.
Проблемы связаны с источниками подачи сигнала, которые не находятся в Республике Абхазия. О сроках устранения технических сбоев пока неизвестно. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 22 и 23 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.